Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Я работаю в Астраханском государственном университете имени Василия Никитича Татищева. Это его официальное название, полностью Да-да. так вот оно всегда произносится вместе с именем. Школа археологии Нижнего Поволжья — это учебно-научное подразделение университета. Раньше это была просто археологическая лаборатория, теперь вот мы выросли до школы. Для чего это все создано? Ну, для того, чтобы готовить смену археологам, потому что историки, студенты-историки у нас, конечно же, главным образом на педагогических специальностях обучаются, но археология входит в обязательную программу, это обязательный предмет для изучения, и зачастую бывает так, что студент окончил университет, он идет в школу, очень многие идут, и часто уезжают в село, далеко от города, и либо сами дети, школьники, либо родители приносят какие-то предметы. Иногда школьный учитель сельский — это единственный компетентный в плане истории человек в селе. И он должен определить, что это за предмет, имеет ли он какую-то историческую значимость, определить, в каком контексте он найден, где именно найден. Он должен знать, как себя вести, он должен знать, куда обратиться за помощью, поддержкой. Ну вот, мы даем им навыки полевой археологической работы. И плюс, конечно же, теоретические вопросы археологии изучаем. Мы постоянно возимся, можно сказать, вот с первого курса со студентами. Они у нас занимаются наукой. Кто это из себя представляет? Они готовятся к выступлениям на различных конференциях, пишут доклады, разрабатывают собственные проекты, темы. К концу обучения у многих там по 5, по 10 публикаций собственных. И можно уже иметь конкурентное преимущество при поступлении в магистратуру и в аспирантуру. Некоторые уже формируют свою научную траекторию, обучаясь в университете, просто даже на бакалавриате. Силой туда не загонишь, но где-то 15-20 человек в год проходит археологическую практику полевую, еще больше работают с коллекциями в самой школе, в археологической лаборатории. И вот из этих людей, конечно, можно было бы постараться и побольше, но вот за 20-25 лет мы подготовили 5 кандидатов наук уже. Кроме того, мы занимаемся хостгвардными работами, ведем предварительные археологические исследования на разрушающихся памятниках, на тех, которые отведены под строительство, вот на этих земельных участках предварительно их обследуем, ищем еще не обнаруженные памятники археологии, обследуем те, которые известны, но уточняем их границы. Ну и в конечном итоге стараемся вот именно из этих денег финансировать уже, собственно, научно. Плюс мы ежегодно какие-то гранты выигрываем. Вот в этом году мы выиграли большой грант в форме субсидии Министерства образования и науки. Будем проводить летнюю полевую археологическую школу, посвященную археологии средневековых городов Нижнего Поволжья. Она пройдет как раз на Самоздельском городе и на Селитвином городище. То есть у нас будут экскурсии туда-сюда. Ну, конечно, экскурсионно будем посещать и остальные крупные памятники. Вот Семибугринский комплекс, Ла-Пас обязательно. Ну, вы как бы, вот мы вот больше обыватели, хотя там интересуемся историей, но нам всегда вот интересен феномен Нижнего Поволжья. Там, ну, как-то аномально много городов как будто бы, да? То есть вы не могли бы описать, что из себя там Поволжье представляло там условно от хазарства времени до Золотой Орды, то есть и основные города, потому что мы путаемся, вот Самоздел, Селитрина, ну, то есть как бы это археологические названия, а хочется понять, а что там, вот как они назывались, что за города были, и столицы. Долгое время считалось, что в Нижнем Поволжье городская жизнь, да и, наверное, вообще оседлость, появляется только с эпохи Золотой Орды.
Потому что, ну, ясно, здесь возникает вообще урбанизированный регион, мегаполисы. Ну, действительно, по эпохе Средневековья это мегаполис, там свыше 100 тысяч человек населения в одном городе. Вот в Сараево, столице. Кроме того, он переносился с места на место, то есть вся вот эта вот масса населения, она переезжала. Долгое время не было понятно, почему это все происходило. Селитренное городище изучалось в 20 веке главным образом Поволжской археологической экспедицией Института археологии СССР и Московского государственного университета. Федоров-Давыдов и Егоров. Работа экспедиции была узконаправленной. Ну да, периодически они отвлекались на то, чтобы вести раскопки курганов на правобережье Волги. Но в основном точкой преткновения, пунктом, на который направлены основные усилия, было селитренное городище. А что вокруг? Это было неизвестно. А давайте на селитрином остановимся. Это что вот оно из себя представляло? Что это за город? А вот давайте я сейчас до него дойду. Хорошо, да, давайте. по порядку. Значит, когда появились, собственно, астраханские археологи, то начались разведки, раскопки каких-то периферийных памятников. Были проведены разведки в дельте Волги. Было обнаружено огромное количество поселенческих памятников. Стало понятно, что дельта была очень плотно заселена. Там больших поселений много. И, в частности, вот было найдено в северо-восточной части дельты Красноярское городище, довольно большое. И рядом с ним, ну, просто нереально огромные некрополи, могильники. Ну, их еще Петр Симон Паллас описывал. Вот могильник, например, на Маячном бугре. Тысячи могил с надгробиями. А там же Вэровские бугры — это такие естественные возвышенности, которые в условиях дельты дают во время половодья возможность, водой, да? Да, Не затапливает. размещать кладбища повыше, чтобы могилы не уходили под воду. И когда там начались раскопки, вообще было непонятно, что это за населенный пункт. И ответ, в общем-то, дал именно некрополь. Вот как раз Маячный бугор. Там была обнаружена целая серия захоронений, ориентировкой головой на юг и на восток. Причем они сопровождались большим количеством вещей. Может, языческие, да? А вот мы так сначала думали, да, что это язычники. Они были в халатах, там, в дубовых гробах. На одном гробе была целая картина нарисована. Там тигр среди каких-то плодовых деревьев, там яблоки, персики. Прям в китайском стиле. Да, что-то такое. Так более того, потом уже более глубокий анализ показал, что вещи-то действительно китайские. Парча китайская. А вот мода уже имперская, монгольская, потому что там у женщин головные уборы бокка, да, длинная шапочка. Там найдено несколько комплектов одежды прекрасной сохранности. Вот один комплект сейчас отреставрирован, он находится в Государственном историческом музее, периодически выставляется. Второй тоже лежит там же, готовится к реставрации. И третий халат был тоже передан туда не так давно. Кроме того, там и палочки для еды, и миски с лотосами. Да. Они в основной экспозиции Государственного исторического музея. Это вот в Москве, да? Можно посмотреть, полюбоваться. Вот. И всякие драгоценности. Их немного, но они есть. Анализ самого погребального обряда заставляет предположить их буддийскую принадлежность. По монетам, которые там практически в каждой могиле присутствуют, определяется дата. Это конец 13-го, первая четверть 14-го. Это ближе к узбеку, получается, да? Ну, это ранние узбекские времена, да. Но при этом это не мусульмане. И при этом это даже не кочевники.
Там нет То кочевнических есть лошадей нет, крестов. Нет. вот эти, как Нет. Нилс, Там конечно. даже оружие — это большая редкость. Зато есть семена культурных растений, Ничего себе. есть инструментарий То есть сельскохозяйственный. они готовились к Там крючки рыболовные. следующей жизни так основательно. Мы предполагаем, что это либо уйгуры, либо джурджени, либо кидани, то есть представители какой-то вот северокитайской С Дальнего народности, Востока, в общем, да, сюда Востока, переселились. буддисты. А в письменных источниках указывается прямо, что в эпоху Монгольской империи чиновничьи функции выполняли именно грамотные буддисты. Бахши вот эти? Бахши и лама, да. Вот они были А чиновниками. потом узбек их там казнь, ну, то есть как бы когда вот это восприятие писал, Да. там гонение на них было, я Да. помню. И поэтому вот такой узкий период, где-то 20-ми годами, все заканчивается, 14 столетия, вся вот эта вот роскошь. Но, тем не менее, этих захоронений очень много. Почему они там оказались? Почему вот на этом кладбище лежат чиновники Золотой Орды, при этом, или даже, скорее всего, Монгольской империи, да, еще Ну да, неправомерно не говорить распалась о она еще Золотой тогда. Орде. Мы видим, что это зажиточное очень сословие, богатые захоронения, элита, пусть чиновничья, не этническая, но Бюрократический чиновничья аппарат элита. такой, да, представите. Скорее всего, там была столица. Ага. Скорее Это всего, Красноярское городище, да, да. Красноярское городище. Или в его окрестностях. Там проводились многократно разведки. Где-то есть отдельные какие-то показатели по поводу того, что действительно найден уже культурный слой XIII века, но надо продолжать исследования, потому что... То есть это первый сарай, думаете, как Да. версия? То есть, Я думаю, что именно А там... вот Сарай-Бату, как принято его Вы называть, знаете, историография. название Сарай-Бату, оно персидское, и оно довольно условное. Ну, мы уж привыкли по учебнику. Да. Вот, Берке, Бату. Но он так не назывался. Он, да, действительно, был основан в годы правления Бату, но как кочевая ставка. А потом, естественно, он оброс оседлой инфраструктурой, закрепилось какое-то городское ядро. Ну вот где оно находилось? Пока что есть только предположения, я даже выдавать не буду, но там надо проводить, конечно, более масштабные раскопки. Да. А потом наступает природная катастрофа. Каспий наступает. Да. Вот как раз по материалам раскопок в самозделке мы прекрасно поймали трансгрессию Каспийского моря. В XIV веке, точнее, где-то как раз с эпохи монгольского нашествия, начинается резкий неуклонный подъем Каспия. И к середине XIV столетия все было... Ну вот центральная и восточная часть дельты были залиты морем. Просто а сейчас вода отступила? То есть, Сейчас, да. То есть поэтому можете копать. Да, понятно. Таких трансгрессий в историческое время было две, даже три. Одна в начале X века, потом в XIV веке и в XIX веке. Даже карты сохранились, что нам помогает определить, где примерно... Там же Гумилев еще на этом стояло. целую концепцию там строил, там в войсках вымотал. По его мнению, вообще все затопило чуть ли не до Волгограда. Он немножечко нафантазировал. Но сам факт... Он принял, да. Да. Я помню вот этот Дербент, там подводные Да. эти археологи там работали. Гумилеву приходилось пользоваться данными именно по Дербенту, потому что в дельте Волги практически не было на тот момент исследований. В начале 60-х годов. Бывал в наших краях. 3 года подряд работал, но... Ну, масштабы не те, Да. то есть как бы только начало было. Сейчас мы уже накопали достаточно, чтобы сказать, что вот конкретно в такие-то годы такие-то конкретные населенные пункты были затоплены. И город переносится. То есть Каспий заставил перевести столицу. Да, на левый берег, выше по течению. Как я предполагаю,
Это пока еще не опубликованные совершенно сведения. Она не сразу была перенесена, эта столица, на место Селитриного городища. Там есть еще одна точка, где она некоторое время, там лет 20 или чуть поменьше могла существовать. Но факт остается фактом. Уже в 30-е годы XIV века столичный город переносится на место нынешнего села Селитриного. Это примерно в 120 километрах выше современной Астрахани, на левом берегу Ахтубы. Город там, конечно, колоссальный, остатки города. Ну, вообще, строится-то это все в основном из глины. То есть... Достаточно быстро. Там камня в принципе нет в Астраханской области, как в Междуречье. Поэтому основная часть зданий, сооружений выстроена из необожженного кирпича, из дерева. Да. А потом уже было развернуто кирпичное строительство. Но вот Василий Никитич Татищев, уже упоминавшийся, описывал город, который тянется на 30 верст вдоль Ахтубы и на 7 верст вглубь степи. Ну, сейчас мы, конечно, сузили эти границы, потому что он еще и загородные кладбища туда включил. 15 квадратных километров. Приблизительно вот так. И эта территория ограничена некрополями, кладбищами. А их хорошо видно, потому что на них остатки мавзолеев стоят на Сулейманских. К сожалению, вот эти кладбища до сих пор не исследованы. Там много... То есть Ла-Пас это не один, но то есть как бы у вас тут, то есть как бы работы на века, да, может? Да. Причем вот мы 3 года назад сделали аэрофотосъемку очень подробную с разрешением там 6 сантиметров на пиксель. Там видно все. Контуры зданий, сооружений, и больших, и маленьких, видны улицы, кварталы. То есть генплан можно создать города, да? Ничего себе. Да. Будет? Я думаю, будет, потому что эта работа ведется в настоящий момент. Ну, в настоящий момент мы пока что решили проверить достоверность тем, что вычленили несколько крупных сооружений, хотим заложить там траншеи. Понятно, они настолько огромные, что их раскопать не удастся вообще никогда. Например, здание там 200 на 300 метров. Что-то из здания были в средневековье? Да. А что это могло быть? Ханака. Да? Такая огромная? Да. Посередине развалины огромного мавзолея, а вокруг худжры для паломников, для мюридов, которые там жили. Все-таки ислам распространялся в форме суфизма, поэтому... А между тем ни одна ханака до сих пор еще не исследована. Так вот, то, что вы рассказываете, ощущение, что Астрахань — это Самарканд, Бухара, не менее, то есть как бы... между прочим, вы правы, потому что после походов Тимура на Золотую Орду он угнал из улуса жучей всех ремесленников и мастеров, и в Самарканде и в Бухаре начинается взлет кирпичного строительства. И вот те здания, которые мы видим, там площадь Регистан, мавзолей тимуридского времени, вот это именно то, как выглядело в буквальном смысле лицо города Золотоордынского. Это даже не подсмотрели. Это построили те же самые люди, те же самые мастера, которые строили сначала на Волге, а потом оттуда. То есть можно сказать, что вот азиатская архитектура — это, по сути, копия несохранившейся ордынской, да? Ну, конечно, там уже были восприняты какие-то новые веяния, что-то новое было придумано, приспособление было к местным локальным условиям, но, тем не менее, вот есть несколько источников золотоордынской архитектуры. Это тоже отчасти Средняя Азия, это Иран, это Закавказье, Малая Азия, сельджукская архитектура. Вчера говорили. И потом вот это все, весь этот комплекс идей был перенесен Тимуром к себе в империю. Да. И
и обратным потоком двинулся распространяться уже в Иране. Вот так. Такой вот многослойный пирог получился. Ну да, то есть такой прям по замкнутому кругу туда. А в Золотой Орде в самой все было разрушено. Тем же самым Тимуром, да. А потом начался разбор кирпичных зданий для строительства. Причем очень часто обвиняют русских переселенцев. Да, они этим делом пользовались. Более того, существует прямой указ царя Алексея Михайловича, который предписал ломать мезгити и палаты во Золотой Орде и тем делайте город Астрахань. То есть вот этот Кремль современно, он из этого, да, материала получается? Но Кремль-то был построен уже и Белый город к 30-м годам 16 века, а разборка продолжалась. Была такая этнографически фиксируется целая категория местного населения, так называемые кирпичные татары, которые промышляли тем, что разбирали вот эти постройки и продавали кирпич в Астрахани. Там буквально по 2 копейки за штуку. Ну, а бой шел и еще дешевле. Прежде всего разбору подвергся город Хаджитархан на правом берегу Волги, это предшественник нынешней Астрахани. Все доступное строительное, запасы строительного материала, вот эти вот мавзолеи и большие монументальные здания на городище около поселка Комсомольский современного, в Лопасе, на Селитрином городище, все было разобрано. И остались только сырцовые сооружения. То есть, которые никому не нужны были, поэтому они сохранились. Да. Вот они дают наибольшее представление об золотоордынской архитектуре, о гражданском строительстве, а вот кирпичные постройки сохранились только в виде плана. Мы оперируем в основном планиграфией. А для того, чтобы внешний вид реконструировать, приходится привлекать какие-то аналогии уже из других регионов. Но вот про другие города, вот, скажем, Селитриное — это наиболее изученный, остатки наиболее как он назывался изученного. по-настоящему? Сарай. Но вот эти прибавочные Бакту, Бетке, Новый Джадид. Дело в том, что вот персы обозначали названия этих городов, но это не значит, что это были разные города. Что такое Сарай-Бату? Это Сарай хана Бату. А потом они называли Сарай-Берке. Сарай хана Берке. Но это не значит, что он построил себе другой город. Это просто вот дворец, стоящий в стране, принадлежащей Берке. А у Золотой Орды, как вы знаете, не было официального наименования, да? Персы ее называли Мамлякаты узбеки. Государство Узбека. Отсюда вот произошло название наших современных узбеков, которые там после распада Золотой Орды сначала кочевали, потом перешли в Среднюю Азию, а имя закрепилось. Так что первоначально город назывался Сарай, причем я вот тоже тут разрабатываю такую концепцию, что перевод словом «дворец», он неверный. Он был ориентирован, само слово «сарай» персидское. Этот термин был ориентирован прежде всего на кочевую ордынскую аристократию Монгольской империи. А для них местоположение господина, правителя, называлось Орда. То есть кочевой лагерь. И дословно на персидский язык это переводится словом «сарай». Вон оно как. То есть... Поэтому, кстати, и термин «столица» тоже такой условный, да? Неверный. Потому что вот Федоров Давыдов писал о двойственности власти в Золотой Орде, что существовала кочевая ставка и существовала ставка оседлая. Так вот, ставка была одна. Правитель-то был один. Да. Где правитель, там и ставка. Правильно. А правитель в течение года кочевал. До Болгарии обратно, да?
Да. И у него был сложный маршрут, но по дороге на этом маршруте попадаются постоянно города, у которых в названии встречается слово «сарай». Вон оно как. И все эти сараи были местоположением ставки в определенное время года. Мгм. Ставка подходила, ну, допустим, вот старый сарай, даистский сарай, как он потом стал называться. Потом она поднималась выше по Волге. Сарай Алджадид Мгм. или Алджадида. Потом дальше царевское городище, которое, как сейчас установлено, называлось Гюлистан. Но Гюлистан-Лис-Сарай. Вот. Опять То есть цветник Гюлистан рос, ну, понял, да. Присарайский, рядом с сараем. Мгм. Мы знаем о нахождении ханской ставки около Укека, да, там Лисья Балка, потом Болгар. Мгм. И есть еще города на этом же самом маршруте. Сарайчик, Кстати, да. Малый дворец Я или там Малая ставка. Есть еще дальше, там, на территории современного Казахстана, городище Жалпахтал, которое не знаем, как называлось, но там тоже, между прочим, располагаются мавзолеи с вот такими же точно буддийскими захоронениями. То есть это чиновники, которые вместе с ханской ставкой Административный аппарат, в перекочевывали. общем, да. Да, административный аппарат. И они, естественно, поскольку не вечные, они там помирали, вот их Да. хоронили. А Нурокчат, вот как бы есть же версия, что это тоже она ну, условно, кстати. Возможно, это время еще не очень хорошо изучено. Мгм. Возможно. Мгм. Вот Айрат Габитович так полагает, да, сейчас он изучает этот вопрос, и эта гипотеза, она имеет право на существование, да. Потому что это было как раз время переноса ставки Из старого, да, ну, в условно результате новый сарай. совпало все с повышением Каспия, а тут еще исламизация. Мгм. Может быть, узбек провел эти годы и в Нарокчате, да. Кроме того, у нас на монетах имеется название Место чеканки, да? место чеканки Орду. Прям так, Орду. С разными эпитетами. Мгм. Орду Ал-Муаззам, Великий там. да, прославленная или величественная. Потом Орду Базар. Ну, их много разных таких пунктов. Скорее всего, это вот чекан кочевой ставки. Я сейчас говорю только одну из версий. Ну да. Потому что вот сейчас нумизматы с нами заседают. Приди к ним. У каждого будет свое мнение по поводу того, что такое термин Орду там на монетах. Ну нет, некоторые даже предполагают, что такие города существовали. Вот так. Но с ними связать какие-то определенные населенные пункты. Нет источников, и понятно. Нет. Сложно, да. Вот Поволжская экспедиция долгие годы работала, она внесла огромный вклад в изучение Золотой Орды, но я хочу сказать, что 90% информации, которую мы о Золотой Орде знаем, мы знаем благодаря раскопкам в Севитре. Мгм. И мы экстраполируем вот эти знания на другие памятники. Получается, что вот Поволжье в Золотой Орде — это один из самых изученных регионов. Но тот же самый Вадим Леонидович Егоров, уже упоминавшийся, в 1985 году написал книгу «Историческая география Золотой Орды» в XIII-XIV веках, и он нанес на карту около 120 населенных пунктов, которые назвал городами. Но они в разной степени могут претендовать на это высокое название. Конечно, городов было несколько поменьше, но, тем не менее, степень урбанизации колоссально. И многие из этих городов чеканили монету, нам известны их имена. Некоторые отражены на картах, некоторые в письменных источниках. И вот большое количество памятников в дельте Волги, которые, естественно, не изучались
Ну, там была собрана какая-то подъемка, как археологи говорят. Ну, черепки, которые на земле валяются, там отдельные монетки, костяные изделия, металлические. По ним можно судить о материальной культуре. И все эти памятники были записаны в Золотоордынске. А потом, значит, четко я могу сказать, в 1988 году как раз на одном из таких маленьких городищ в дельте Волги, около села Самозделка, была построена животноводческая ферма. И сенник, то есть сенохранилище этой фермы, было окопано 3 рядами глубоких траншей. 2 метра глубиной, 2 метра шириной. И оттуда на поверхность было выброшено гигантское количество кирпича, костей и животных, и человека, целой посуды, тоже металлических изделий, там украшений каких-то. Доходило до того, что мальчишки просто вешали эти кувшины на забор и кирпичами в них кидали, кто больше набьет. Мы, когда туда попали, ходили по дворам, смотрим, ну, там бабушки просто вот из средневековых мисок шкур кормят. Буквально окружает историю буквально. Дворы вымощены этим кирпичом. Ну, мы начали потихонечку изымать эти предметы для музея. Но что было интересно? Там была керамика, которая не похожа на золотоордынскую. Впервые такая керамика была обнаружена во время раскопок городища Машаик на окраине Астрахани, на восточной окраине Астрахани. Но там исследователи почему-то посчитали, что это лепная посуда русского населения, которое находится в плену у золотоордынцев. Вот. Это просто потому, что не с чем было сравнивать. Ну да, совсем. Тут была обнаружена такая же посуда, и плюс посуда хазарского времени. И возникло предположение, что, может быть, это интиль, который до сих пор не найден. Вот буквально с потолка. Ну, потому что, а что же еще-то? Ну, Других-то городов неизвестно хазарского времени в дельте Волги. И начался долгий период, который совпал как раз с распадом Советского Союза, с падением интереса вообще к науке. Ну, да. Первая половина 90-х годов. Там проводились разведки, сбор того самого подъемного материала. Мы копали шурфы, то есть такие квадратные глубокие ямы, для того, чтобы определить мощность культурного слоя и понять, на какое пространство он распространяется. И сняли топографический план. И выяснилось, что у города есть 3 части, которые совпадают с руслами ныне существующих и пересохших рек. То есть эти 3 части находятся на разных берегах. Как и Итиль, да? Там же Вот, и это совпадает с описанием Итиля. Мы эту гипотезу выдвинули. Ну и, естественно, там есть хазарская посуда, есть древности хазарского времени, поэтому, когда начались исследования уже в этом направлении, то Самоздельское городище стало наиболее многообещающим памятником в этом направлении. Была создана экспедиция совместная от Института этнологии и антропологии и Астраханского госуниверситета. Потом подключился к нам Государственный исторический музей. И мы начали раскопки вести, но при этом потянулись слои предмонгольского времени. Там уже не было золотоордынских монет, золотоордынской керамики, золотоордынских характерных сооружений с канами и суфами. Там была своя специфика, но тем не менее тоже кирпичные и сырцовые постройки, квартальная застройка очень плотная. Но мы обратили внимание на то, что весь кирпич
вторичного использования. То есть он взят откуда-то из других сооружений, да, и повторно, там, в третий раз, может быть, четвертый, в пятый использовался. Это небольшие обломки. Ясно, что он был квадратным, хорезмийского формата, 22 на 22 сантиметра или 24 на 24. Были и больше. Размер кирпича там 30-35 сантиметров. Такие полосы, в принципе, да? Да, и очень толстый, там по 9, по 10 сантиметров толщина. Сразу обращал на себя грубый замес. Все-таки золотоордынский кирпич, он очень качественный. Он делался из специально подготовленной глины, очень хорошего обжига равномерного. А здесь, во-первых, кирпич часто кривой, с плохим замесом. Там попадаются в тесте в этом керамическом кости, куски керамики. Такое ощущение, что вот просто землю подгребали вокруг себя, из нее лепили и обжигали абы как, даже без печей, а просто складывая такие кучи этого просушенного кирпича, обкладывали дровами. Обжиг в буртах, так называемых, когда примерно 1/3 обжигаемого кирпича уходит в брах. Понятно. Ясное дело, не специалисты этим занимались. И мы предположили, что, скорее всего, вот этот вот кирпич, он происходит из огромной монументальной постройки, скорее всего, из крепости, которая была выстроена в хазарское время, а потом за ненадобностью разобрана, и весь кирпич был пущен на гражданское строительство. И вот мы начали ее искать. Мы сделали аэрофотосъемку городища. Оказалось, контур-то крепости очень хорошо виден. Либо треугольный, либо трапециевидный. Там часть просто фермы вот разрушена, да, и поэтому точно сказать нельзя, какой она была формы, но в целом там такой большой треугольник, весь усыпанный кирпичом. И мы заложили еще один раскоп поперек предполагаемой крепостной стены. Это был 2006 год, и мы его до сих пор как... Но, как мы предполагаем, мы эту стену-то нашли. Крепостную, да. Теперь мы... она небольшим кусочком вылезла. Именно там, где и предполагали, там и нашли. И направление ее совпадает с тем, что мы ожидали. Вот у нас сейчас актуальная задача в раскопе добраться до этой стены, потому что она находится именно там, где должна находиться, в нижних слоях. Одна из самых ранних. Это начало 10 века. Это Хазария конкретно, да, получается. А выше, что нам мешает добраться очень быстро до этих слоев? Уже 26 лет ведутся раскопки. Да, как трое быстрее нашли, наверное. Трое быстрее, потому что не обращали внимания на то, что лежит выше. Просто выкопали, выбросили. Мы разбираем послойно, примерно по 40-60 сантиметров в год мы проходим на большой площади. Какой культурный слой? Вы представляете, 3-3,5 метра. Представляете, вот раскоп целиком занят огромным домом. Вот в настоящий момент там дом из 9 помещений. Он выстроен из сырцового кирпича, обложен обожженным кирпичом, в каждой комнате очаг. То есть общежитие, что ли? Или... Нет, это усадьба. Усадьба. Это городская усадьба, которая со всех сторон окружена улицами. Мы там нашли всю городскую инфраструктуру. Значит, улицы узкие, пешеходные, конечно же, сантиметров 80 шириной. Улицы пересекаются под прямым углом. В местах пересечения да, небольшие площади с колодцами, с общественными. Понятно. А почему такая вот четкая планировка улицы с севера на юг, с запада на восток? Потому что мы там нашли мечеть. Мечеть, встроенную в квартал. Это квартальная мечеть, скорее всего, да. Но, собственно, михраба мы не обнаружили. Половину, да. Но это большое сооружение залиного типа, с колоннами внутри. Не с колоннами. Это как в Беляре похожая вещь? Она меньше, конечно. Меньше, да. Тип такой же, там же тоже с колоннами. Да. Все. А мечети, они, в общем, есть только двух типов, да. Вот зальная и дворовая.
Залы могут перекрываться по-разному полами, вот как византийские вот эти вот церкви, которые были превращены в мечети. Что же дало Дамаске там. мощный импульс. Ну, или вот Айя София, Да. мощный импульс архитектуре османской. Ну, по сути, они переработали, Да. использовали вот эту традицию. Есть среднеазиатские мечети с плоским перекрытием, есть дворовые мечети, где молящийся находится во дворе, который окружен такими вот худжрами. И вот это как раз мечеть зального типа с плоским перекрытием. Вот. Но это как раз одна из самых древних мечетей. В России, получается. 12 века. Еще Дербент здесь, да, 12 века. Ну, и вот мечеть в Беляре, она пораньше, да? Да, 10 век, если не ошибаюсь, да. Вот. Это Саксин у нас, получается? Вот это Саксин. И когда мы его идентифицировали, подыскивали ему подходящее название, то обратили внимание на сочинение Абу Хамида Аль-Гарнати, который 20 лет прожил в Саксине в 12 веке. У него тут дети, были семья огромная. И отсюда он совершал свои путешествия в разные стороны. В частности, вот в Волгу ездил, в Хорезм. В Венгрию. В Венгрию, да. Но возвращался все время в Сакси. Там, знаете, такая интересная история. Вот мы к нему прислушиваемся, к Абу Хамиду. Сначала пытались критиковать, а потом стало понятно, он в каждом слове правду говорит. Он описывает природные условия Нижнего Поволжья, где замерзает располагается... Река. Да, он реку померил шагами. Мы померили вот старое пересохшее русло. Ну, совпало по шагам, с точностью до 1 метра. Конкретно место, где вот он реку по льду перейдет, о группах населения. Там сувары, булгары, да. агузы. Булгары, сувары, агузы, купцы из разных стран. Пожалуйста, группы керамики четко дают нам булгар, сувар, агузов, большое количество лепной кочевнической посуды и импортные товары из разных стран Востока. Это же порт был, нет? Это порт, да. Он, конечно, обслуживал прежде всего морской и речной путь. Это вообще город, с которого начинался Великий Волжский торговый. Если не ошибаюсь, есть источник 14 века, там несколько сот кораблей ходит с берега Ирана до Саксина. Но в 14 веке это все было написано уже про прошлое. Да, ну понятно, скорее всего, да. Потому что в 14 веке, Талбакуи пишет, что город Саксин затоплен, и рядом с ним находится столица Берке, государя этой страны, да. То есть это, получается, конец 13 века, да, уже? 14 век. Нет, они все писали с отставанием. Понятно. Город Саксин был затоплен наводнением вот этим в результате подъема уровня Каспия. И население вынуждено было уйти на север дельты Волги, частично влилось в состав населения золотоордынских городов, а частично продолжало существовать именно в дельте своим привычным комплексным хозяйством, животноводческо, земледельческо, рыболовецким. Самозделки-то нет, там было все занято. Сначала они ушли на бугор, который рядом там располагается, но он очень тесный, маленький, он окружался водой постоянно. Получался. Да, и представляете себе условия, в которых там приходилось. Комары, вот это да. Кошмар. Болотистая местность, нездоровый климат. В общем, им пришлось оттуда уйти. Они его забросили, и там уже только в 18 веке возродилось поселение. Когда уже Каспий отступил. Да, население ушло в северную часть дельты. И там сейчас наши коллеги, астраханские тоже археологи, находят поселение, соответствующее вот этой материальной культуре Саксин, которая уже переросла и вросла в состав золотоордынской культуры, да. То есть нашли вы все этих поселенцев. Да. Более того, опять же, вот работа наша на самоздельском городище долгая, постоянная, непрерывная,
она потребовала формирования научного коллектива, потому что в одиночку же работать не будешь. Нашли студентов, подготовили, вот благодаря нашей деятельности была создана археологическая лаборатория, потом школа археологии Нижнего Поволжья. Начали мы ковать кадры. Буквально. Сейчас все археологи Астрахани — это выходцы из нашей экспедиции. И в музее, и в коммерческих организациях, и в органах охраны памятников. Это все, да. И поэтому они понимают, что мы делаем, зачем мы делаем, ну и, естественно, помогают. Так вот, была создана еще одна коммерческая археологическая организация. Они начали свои раскопки и разведки, обнаружили совершенно удивительную вещь. В географической части, в географическом центре Дельты, около села Семибугры и села Бараний Бугор, обнаружили целый комплекс небольших поселений, которые практически сливаются в одно, но располагаются на 2-метровой глубине под слоем ила. С хазарской керамики. Город, если строго подходить к этому критерию, Стены нет. город, во-первых, там должны быть укрепления, но самый главный признак города — это торговля. Базар? Там должны быть импортные сосуды, импортные предметы. Там, в общем, такая равномерная, однообразная материальная культура салтовская. Чилые, болгары и, возможно, хазары. Вот. Мы, там, опять же, журналисты разнесли весть, что наконец-то Итиль найден. Каждый год его находят. Уже который раз. Да, очередной раз. Но на самом деле, скорее всего, эта штука гораздо более ранняя по сравнению с Итилем. То есть это вообще ранее. Да. Хазары проникают в дельту Волги в IX веке, на рубеже 8 и 9. Не раньше. Они же как бы подчинение Великоболгарии или около Кавказа, получается. Да. А потом... Первоначально они на территории Дагестана. Вот Беленджер, вот это все как бы там, да? А потом вот в результате арабо-хазарских войн они потерпели поражение и вынуждены были отступить в Донские степи и в степи Нижнего Поволжья. И как раз в 737 году, когда Мирван ибн Мухаммад, будущий последний халиф Амияцкий, да, вторгался на Северный Кавказ, возможно, он дошел до дельты Волги, хотя материальных свидетельств нету этому, но упоминается какая-то ставка под названием по-арабски Албайда, то есть белого. Саркел? Нет. Она упоминается в дельте Волги. Якобы ее взял в изгнание Мирван и заставил Кагана принять ислам. На самом деле, я лично сомневаюсь вот в этой исламизации, потому что, это стандартная формула всех полководцев, формула отчета. Они именно так реляции составляли. И в более позднее время хан Узбек, когда реально ввел ислам в качестве государственной религии, он султану Египта отправляет реляцию в точно такой же формулировке. Распространил ислам до крайних пределов северных стран, заставил язычников принять веру пророка. И здесь то же самое. Тут нам интересно само упоминание такого населенного пункта, как Албайда. Что это за населенный пункт? Если мы посмотрим на карту Хазарии в то же самое время, или в чуть более позднее, то увидим, что там есть, там же в дельте Волги, город или, возможно, один из кварталов Итиля под названием Сары-Кшин с корнем Сары, желтый, да? Сар-Келт имеется на Дону, или Сары-Кала.
или Шаркил. Но это тоже желтый город. Мгм. Откуда столько созвучных наименований? Албайда, Саркел, Сарыкшин. Что они означают? А означают они в цветовой интерпретации стран света, в тюркской, обозначают Запад. Страна света, понятно, Запад, да? Желтый или белый — это Запад. Мгм. Синий или зеленый — это Восток. Ну, Мгм. как вот в Золотой Орде. Крылья Была вот эти. Ак-Орда, Мгм. была Кок-Орда. Черный цвет обозначает север, красный — юг. Мгм. Значит, мы имеем желтую или белую западную ставку. Западную ставку чего? Ответ простой. Он тоже лежит на поверхности. Великого тюркского каганата. Западная ставка, это значит, мы дальше развиваем мысль. Хазары себя воспринимали не как хазар, как тюрок. Тюрки, Да. потомки, ну, вот, то есть, да. Они были продолжателями Видел. государственной традиции Тюрки, вот эти. тюркского государства. И, естественно, для них хазарский каганат, ну, это довольно искусственная конструкция, которую уже ученые-книжники при себе придумали, хазарский каганат. Нет, они считали, что их государство — это Тюрк-эль. Ну, то есть это вот, да, это вот это каганат, Да. продолжение того знаменитого каганата, с которого все Да. началось. Так вот, вот это вот Они же и самое. аршины были, если не ошибаюсь. Конечно. Хазары. Да. Конечно, да. Ну, только разные подразделения этого рода аршина. Там они же с болгарами Мгм. боролись. Там болгар тоже аршин. У них на Дунае династия Осений Мгм. правила. Это те же самые аршины. Тоже, да. Дуло, я думал, они нет. Так вот, одни были Дуло, другие Нушили. Вот они друг с другом за власть и боролись. Нет, два рода. Значит, вот эта ставка Албайда или Сарыкшин, она превратилась затем в город Итиль. Ну, город Итиль впервые упоминается в письменных источниках в начале X века. Мгм. Что послужило причиной возникновения города? Казалось бы, непонятно, но здесь тоже, знаете, можно сконструировать, да, картину международную, главным образом. Потому что, ну, там всякие величественные указы правителей, это, конечно, хорошо и красиво для всяких детских книжек, но стоять ногами надо на земле. Экономика уже. Конечно. У Хазарии был очень сильный, мощный, развитый в экономическом плане сосед, он же враг. Хорезм. Халифат. Арабский халифат. И вот в ту пору, когда Омейядский халифат был силен, столица располагалась в Дамаске, и торговый путь на север шел непосредственно через Черное море каботажным плаванием, затем через Керченский пролив в Азовское море и по Дону до Волго-Донской переволоки в районе современного Волгограда, либо с переходом на Акху. И этот путь, он реконструируется по монетным кладам. Омейядские дирхемы находят именно на этом маршруте. А в Нижнем Поволжье их нет. То есть смещение, понял, происходит смещение торгового пути, видимо, да? Совершенно верно. После того, как... Почему арабы не завоевали Хазарию? У них были силы, был потенциал. Это легенда, что хазары там остановили вторжение арабов, Европу, заткнули пробку, северокавказские проходы. Это легенда. Просто в самом халифате начинается период элементарной феодальной раздробленности. Он распадается на массу враждующих халифатиков, которые, естественно, не могли в одиночку справиться со своим северным соседом. Но затем
к власти приходит Аббасиды, и столица переносится в Багдад. А от Багдада прямой путь на север лежал через Северный и Центральный Кавказ, через Дарьял, через Дербентский проход и морским путем в дельту Волги. И здесь понадобился перевалочный пункт, потому что Каспий достаточно глубокий, морские суда ходить могут, а вот в реку они уже не зайдут. Там нужно товары перегружать на более дополнительный расход, да. Поэтому, собственно, ни в Дербенте, ни в других морских портах Каспия, ни на Самоздельском городище нет амфор. Амфоры — это вино. Принадлежность, это емкость, которая активно использовалась для перевозки всяких жидкостей по Донскому пути. Потому что там-то путь лежал через Крым, через Керченский полуостров, через Таманский полуостров. Это старинная традиция, еще с греческих времен заложенная, в византийские времена продолженная, использование амфор. И эти амфоры, они доходят аж до Удмуртии. И по Волге они поднимаются. Наши коллеги, археологи считают, характерный признак салхово-маецкой культуры, наличие амфор. А вот не характерный. В Хазарии были разные регионы, населенные разными людьми, и более того, 2, как минимум, основных торговых пути. Вот он, в пресловутом коридоре север-юг. Да. Зато мы находим большое количество бочек. Бочки. Деревянные? Деревянные. Они потом вкапывались в землю и служили такими погребками. Многократно использовали. А почему выбор? Просто амфоры не производили, получается, в арабском халифате, что ли? Нет. Понял. То есть это византийский мир, то есть оттуда, да, греческий. Да? Это из Северного Ирана везли этот лес, то есть не лес, а эти деревянные изделия. Естественно, бочки наполнены были товаром каким-то. Что это был за товар, мы не знаем, но что-то жидкое наверняка. Масло, не знаю. Возможно, масло, возможно, даже вино. Сложно сказать, надо специальные анализы делать. Но, тем не менее, это другая торговая традиция. Тарная. Надо же. История вещей. И мешки. Тюки кожаные, да. Вот еще один емкостный такой повод сказать о разнице в торговых путях. Большое количество свинцовых пломб обнаруживается, которыми опечатывались. Это для таможенников, я так понимаю. Да. Вот. Кроме того, начиная с X века мы обнаруживаем в нижних слоях Самоздельского городища большое количество янтаря. Это уже Балтийское море. А он там разный. Есть балтийский, он же хорошо отличается. Желтый, ярко-желтый янтарь — это Балтика, и у нас есть большое количество ярко-красного с Украины, с Западной Украины. Да, там же есть это месторождение, там черные вот эти копатели. Вот. И, кстати, почему это важно, почему я обращаю на это внимание? То есть это викинг, я так понимаю? Пока сложно сказать, кто, но, возможно, передаточная торговля. Но наличие самого Балтийско-Каспийского пути по системе речных маршрутов подтверждается пока единственным товаром. То есть янтарем. Янтарем. Это у нас получается запад-восток, да? Это янтарный путь. Он проходил вовсе не там, где мы себе его нафантазировали, по пути из Варяг в Греки. Что такое путь из Варяг в Греки? Он же, тоже искусственный конструкт. Из Варяг действительно в Греки, а из Грек в Варяги. Он в этом направлении не работал. Да. И это был не торговый путь. Это был маршрут, по которому
вот эти самые варяги, скандинавы, Набеглые шли католики? наниматься на службу в А. Византийскую империю. А назад они либо не возвращались, либо возвращались в обход Европы. Через... Через Средиземное море, Атлантику, Балтику. Ну да, по Грегов там по пути какого-нибудь. Вот. А единственным практически торговым путем для Восточной Европы была Волга. Мгм. И поэтому Саксин, сначала Итиль, а потом Саксин выполняли крайне важную функцию распределения и перенаправления товаров, которые двигались, по пресловутому шелковому пути, который в то время пролегал к югу от Каспийского моря. То есть это по Аббасидскому Волгу. территорию халифата, да, вообще? Да. Ну и какая-то вот ветка морским путем Переходила на Волгу, да. И мы знаем о том, что существовал еще пушной, так называемый путь, пеший маршрут, по которому Ахмед ибн Фадлан потом прошел в обход Хазари. Да, через кстати. Хорезм вверх, Да. да, Аргузы. Мы знаем о том, что то же самое серебро поступало на север и по Волжскому маршруту, а обратно возвращались меха. Мгм. Вообще все вот эти торговые пути транзитные, они были созданы прежде всего для торговли чем-то легким, но драгоценным. Да, весомо. Элитными товарами такими. Вот, ими прежде всего являлись серебро, золото, ювелирные украшения, И пушнина. пушнина, но вот в данном случае еще янтарь. А рабы? Рабы существовали всегда и везде. Ну, кстати, вот после эпохи арабских завоеваний объемы работорговли несколько снизились. Мгм. Снизились. Потому что, война дает наибольшее количество работ. А тут мир установился. Да. И удивительно, что город Саксин существовал в виде такого анклава в степи. То есть не в степи. Представьте себе, дельта Волги, посерединке где-то, или в западной части этой дельты Волги находится Саксин, а вокруг пустые, Степь, да? сухие степи, где вообще никого нет. Ему даже укрепления были не нужны. Вот Алгарнати ничего не пишет про крепость в городе Саксин. Ну, Волга ли есть? Есть Волга, да, он пишет о том, что граждане, жители Саксина выходят на лед и на льду сражаются, когда нападают враги. И нам, знаете, вот опять же, как я говорю, что Алгарнати нигде не врет. Мгм. Мы нашли удивительный комплекс из 3 захоронений. Понятно, что там много погибших жителей Саксина, связанных с монгольским нашествием. Там осада была очень мощная. Так, да, об этом Карпини пишет, Да, Рубрук пишет. Видимо, длительная была оборона. Несколько раз его, скорее всего, пытались взять. Но самое главное, почему не могли взять, реки опять же мешали. А вот как-то наступила зима холодная. Монголы зашли в дельту, неожиданным ударом напали, разгромили, все сожгли. Катастрофический просто пожар. тоже жесточайшим образом. Аж стены в домах прокалились там на несколько сантиметров вглубь. Рухнувшие перекрытия, там убитые защитники, которые через несколько месяцев, наверное, вернулись жители, которые смогли разбежаться. Похоронили, причем так, как хоронят обычно после таких погромов. В яму просто забрасывали, видимо. Да, в какие-то низинки стащили, завалили на них стены от этих руин, или забили ими помещения. И животные тоже ведь гибли вместе с людьми вот на этих узких улицах. Людей-то постарались похоронить, но все равно какие-то отрубленные руки, отдельно валяющиеся челюсти, ноги и так далее. Все это периодически попадает. Жестокая битва была. А животных валили просто вот
Куда копал? какое-то помещение. Мы раскопали одну, достаточно небольшую комнату, где-то там 5 на 2 метра. Мгм. Вот и там была кобыла, причем беременная. Был жеребенок, жеребец, осел, несколько кошек, собак. Думаю, что это за зверинец такой здесь, в этом тесном В одном помещении. доме. А потом поняли, это следы массового захоронения животных. Мгм. Их стащили со всех сторон, сложили и стены на них повалили. Мгм. А потом землей присыпали и притрамбовали, чтобы не пахло. И, видимо, вот по этим косвенным признакам мы можем предположить, нападение совершено зимой, а захоронения совершены, когда уже тела стали распадаться. Потому что у кого-то руку потеряли, у кого-то челюсть и так далее. То есть это Весной весна. они вернулись. Видимо, монголы некоторое время стояли в городе. Жители боялись возвращаться. А потом, когда они вернулись, стали постепенно город восстанавливать. Но восстановление происходит только в эпоху узбека. То есть На они самом 100 лет, деле, по да. сути, город в упадке был. В упадке, в страшном упадке. Кое-как там жизнь существует. Но как только наступают узбекские времена, восстанавливается торговля с Ираном, появляются новые иранские товары, появляется большое количество денег, город полностью перестраивается. Ну, а вот одно из захоронений вот Да, этого 3 захоронения, периода, вы сказали нашли. да-да-да, периода монгольского нашествия, э, покойный лежал в доме, видимо, в своем доме, убитый, просто на полу. Мы его расчистили, стали копать глубже. Через буквально 1,5 метра вглубь натыкаемся еще на один скелет. Мгм. Это уже другая эпоха. Это Мгм. уже рубеж 11-12 веков. Расчистили, там лежит человек в большом круглом юртообразном жилище, сгоревшие тоже стены, прокаленные, упавшие внутрь, там перекрытия, обрушившиеся. И он убит стрелой, наконечник торчит в груди. Сняли этот скелет, четко под ним еще один. Ничего себе. То есть эта история это по спирали получается. Четко под ним прям вот эти два человека друг на друге Мгм. лежали. Причем они не похоронены, они брошены внутрь этого дома в горящий дом. Кости прокалившиеся. Мгм. И у этого нижнего покойника череп разрублен. Ему 2 раза саблей ударили по голове, стесали частично макушку. Еще и в затылке стрела торчит. В общем, добили его. И что интересно, у него датирующий материал. У него есть сабля, То есть воин это был? топор на поясе и какие-то, значит, железные предметы, которые пришлось реставрировать. После реставрации выяснилось ледоходные шипы, которые ты. привязывались к То есть это сапогам. штука, знаете, описывал, как они бегали по Да, льду. да. Все четко. Нападение совершено зимой. И, видимо, один шип, один. Потому что наверняка он сапог снял, Мгм. какая-то проблема была с сапогом. Он в руке держал, фуп, его и убили, да. И его бросили в дом. Ну, не знаю уже зачем, почему его... Может, его враги туда забросили. Но антропологи нам говорят, что он сильно отличается по антропологическому облику от жителей города. Мгм. Скорее всего, это Кыпчак. Так. Да. Кыпчаки, А опять же, сверху слушай, лежал, они какого типа? Русского типа, волжского типа? ну, они отличаются. Я точно не могу сказать, с кем они ближе всего. Вот этот товарищ, воин, он был более монголоидный. Мгм. Э, Ну понятно. Да. То есть И всё- внутри всё. дома сервиз был обнаружен из 3 котлов, которые один в другой вставлены. Котлы, которые не переживают середину
XI века. Ну, то есть они изготовлены, скорее понял, всего, то есть в XI период веке. бытования. Да, и вот рубеж XI и XII веков, вот это самое военный катаклизм вот этот, который зафиксирован. То есть это нашествие Кипчака был? Да. Ага. Они же Ну, там, в 1150 году переправляются через Волгу, вернее, в 1050-м. И гоняя печенегах. первый, кого они увидели, господи, здесь же город. Надо пограбить. Давайте мы его начнем грабить. И начали его регулярно подвергать нашествиям. Но быстро все закончилось. Восточные авторы пишут насчет того, что город Саксин подвергается нападениям кыпчаков, но как-то вот само прошло. Видимо, у них другие проблемы. Дело в том, что у города Саксина были защитники. Это агузы, которые 40 полигонов, что ли, там что-то такое? Кочевали в дельте. Ну, то есть они не то чтобы кочевали, они там жили. Там кочевать не нужно, там травы полно. Свои берегии, в общем, по сути. Да. И они же эксплуатировали этот город. Ну, в общем, сейчас мы... Ну, там же Бог и мир сидит, как Бог, оказывается, что... А вот эмир или не эмир, как это все там происходило в политическом отношении, мы еще будем дальше по каким-то косвенным признакам определять. Что это была за политическая структура? Была ли она независимая? Вот татарстанские историки говорят, конечно же, что эта территория была анклавная, она принадлежала Волжской Болгарии. Не факт. А может, это был такой Порто-Франко. Там же были агузы. Агузы не дали бы. Более того, агузы, во-первых, не дали бы построить стены города, и они не дали бы оформить какую-то зависимость. Ну да, там могла быть фактория болгарская, но не более того. Есть еще в таком направлении копать. И оказывается, Саксин — это не просто один единственный город, хоть он и очень большой и интересный. Это целая страна. Страна, о которой мы ничего не знали. И только последние 20 лет... Благодаря вам, вашим работам, то есть мы узнали, открываемся. Есть уже несколько поселений сопутствующих. То есть это какая-то агломерация была? Да, вот тот же самый Машаик, один из крупных населенных пунктов, который затем перерастает в Золотоордынскую эпоху. Есть поселение по реке Бахтимир, там около села Татарская Башмаковка. В общем, действительно такая развитая система поселений на островах Волжской дельты, и, скорее всего, под контролем агузов. И затем это все превращается уже вот в Золотоордынское время. Да. Но Сарай с ними генетически не связан, поскольку вот Каспий поднялся, это все затопило. Очень интересно. Последний вопрос, не могу про La Paz спросить. Да, все-таки на каком этапе сейчас изучения находится? И, ваша версия, что там было? Вы знаете, я был одним из первых, кто предположил, что там находится ханский Курук, так называемый, то есть запретное место, запретная территория для захоронения чингизидов. Курук или Харик по-монгольски. Возможно, что это и не так. Я-то предполагал, я просто проводил там в начале нашего столетия раскопки на городище. Выяснилось, что это поселок строителей вот этих самых мавзолеев, а их там много. В настоящий момент. Да, то есть понял, да. То есть, более десятка мавзолеев, они структурированы, там они располагаются двумя большими длинными аллеями на вершинах бугров. Вы раскапывали артель, где же она, да, по сути? А мы копали береговую часть и параллельно собрали монеты, которые вдоль по берегу реки прибоем просто вынуты из культурного слоя. И большинство монет, пик, всплеск количества монет, он относится к
1342 году, когда умирает хан Узбек. И, естественно, я предположил, что строительство большого мавзолея, который сейчас вот нашими татарстанскими коллегами исследуется, что строительство его приходится на момент смерти узбека, и, скорее всего, действительно узбек лежит там. Но мы никогда не должны забывать, что под землю ты не заглянешь, и уверенность вот в своих гипотезах, она до добра не доводит. Ну, понятно. Вполне вероятно, что это и не так. Вероятно, что там Всегда что-то нужно. более раннее. Потому что, ну, на чем мы базировались еще? Это самый большой мавзолей Золотой Орды. А сейчас найдено еще больше, да. Я говорю, вот эти постройки Ханакой, да? 200 на 300 метров. А это какое поселение? Это селитренная гора. Селитренная там. Плюс есть огромнейшее сооружение, например, такого же плана около Царевского городища и в округе Царевского городища. Ну, это, понятное дело, уже во времена хана Джанибека. Это уже после Узбека. Но, тем не менее, интерпретация каждого такого большого объекта, она дорогого стоит. Мы многое узнаем о Золотой Орде после того, как поймем, где лежат правители. С кем связан Ла-Пас? Не зря на картах там, братьев Пиццигани, допустим, стоит надпись «Кладбище императоров». Да, «Сепультура империаля». А на карте Фра Маура монгольское название Субургам. То есть могила. Субургам. Интересно. То есть два подтверждения как минимум мы имеем. Письменно. Да. Кроме того, план Карпини, когда путешествовал на восток, он в некой местности, которая похожа по описанию на окрестности современного Ла-Паса, подвергся нападению стражи. Ему сказали, что он сейчас будет убит вместе со всеми его спутниками. Эта территория запретна для посещения. Но он еле откупился от этих стражников. Почему запретно? Потому что там похоронены императоры, кладбище императоров. Ну, возможно, что и сам Бату. Чего, если уж мы про узбеков фантазируем, давайте пофантазируем дальше про Бату. Все-таки вот эта вот традиция, она родилась в 13 столетии. А может, там и Бату, и Берке. Ну, Рубрук описывает, что там особо башню там возводит над могилой Имана. Скорее, вот, вы знаете, была еще такая традиция, как, ну, вот в тимуридские времена над могилами основателей династий, которые, естественно, были язычниками, возводили мусульманские мавзолеи с тем, чтобы как бы... Вот же самый Джучи, да, мы вот, в Казахстане, да? Ну, там понятно, что не факт, что он там, но мавзолей-то есть. Абсолютно не там. Да. Но мавзолей есть. Он традиционно народный. Будем считать, что кинотаф. Да, то есть такой. Народная этимология связывает его происхождение с Джучи. Ну, он в этом самом... В Оренбургской области. Башня Тамерлана. А, вот эти, да, патриотические. Варнинский мавзолей. Да. Важно. Да, в Челябинске, да? Челябинске, не в Оренбургске, да, в Челябинске. И в Оренбурге тоже что-то есть, конечно. Есть, да. Память. Бендебеке. Да, почти. Ну вот, надо копать, чтобы Вы будете понять. копать? Вас, ну, как бы, я не знаю сейчас. Ну, это другая экспедиция. Понятно. Там есть кому работать. Да. Да. Я концентрирую свои усилия на самоздел. Ну, то, что вы рассказали, это прям уникально. Вы, по сути, нам открыли. Единственный вопрос, большой ли город был Саксин? Ну, вот как бы то, что вы сейчас видите. Вот то, что мы знаем на настоящий момент. У нас, кстати, на этот год запланирована работа по разведкам и по определению границ. То, что нам сейчас известно, это 5 квадратных километров. В принципе, большой город. Да.
большой. Естественно, что он в разное время был по-разному По-разному. заселен. Там была кочевническая периферия. Ну, вот эти гузы Да. наши, гузы любимые. И, кстати, вот квартал, который на левом берегу Волги располагается, не там, где крепость. Мгм. Мы там проводили раскопки и выяснили, что он относится к X веку. Мгм. Там было обнаружено несколько юртообразных жилищ, залитых водой и размытых. И вот именно вот это Затопило? затопление позволило продатировать. Мгм. Появление города, по сути. Нет, гибель вот этой части. Вот этого острова, третьего части Это города. 10 век. 10-й. В X веке поднялся уровень воды, и все И затопило. все вернулись на эту сторону, Да. получается. А сколько 10 тысяч, 20, на 5 километров сколько квадратных можно людей поселить? Тоже по-разному. По-разному. Подсчитывать надо. Вот не так давно появилась прекрасная работа по поводу населения Болгара в период расцвета, которая учитывает количество жилищ на плотность застройки, единицу. да, Да, получается. плотность застройки. Застройки тоже разные. Ну да, то есть Бывает деревянная бревенчатая застройка, бывает там полуземляночная, бывает кирпичные или каменные сооружения. Ну, в общем, получается, что в Болгаре проживало около 60 тысяч. это на какой, 14 век? Это на 14 век. Расцвет. Вот. Ну, в городе Саксини, я так полагаю, порядка 1030. 30. Ну, в принципе, на средневековье Да, это огромный это город. большой Тоже. город, да. Тем более на периферии, по Мгм. сути, такого городского мира. Да, вообще анклавная такая Да. территория. Ну, а вообще в дельте Волги в это время, ну, я так смело могу предположить, около 200 тысяч. То есть вот Да. с кочевым населением, оседлым населением Да. 10 тысяч. Это 13-12 Это 12 век. 12 век. В принципе, Домонгольские времена. тоже людно. Да. Так что, в общем-то, мы сейчас можем смело сказать о том, что Нижнее Поволжье, вот Астраханское Поволжье, это действительно страна городов. Да, Гордарика, вот она и есть, да? С тысячелетней историей оседлости. Не просто даже оседлости, а именно городской культуры. Жаль, что об этом знают только как бы астраханцы и специалисты, ну, как бы не широко известно этот факт. Ну да, вот мы книжки сейчас пишем. Ну, сейчас книжки перестали читать. Книжки никто не читает. Вот, беда в этом. А то, что вы мне рассказали, это вы мне облегчили путь чтения всех научных статей, вы прям, по сути, выжимете Так иногда. тут недавно еще мне удалось установить год основания, собственно, Астрахани. 700 лет, вот я Да. то есть как бы статью увидел. 770. Да. 770. И как удалось? А вот все, опять же, было давным-давно написано Гильомом де Рубрук. То есть он В описывает. 1254 году он возвращался из Каракарума и пишет, что некоторое время кочевал с Бату, а затем Бату разрешил ему отправиться дальше в самостоятельное путешествие. И он с ним простился и поехал вниз по левому берегу реки Тилии и доехал до города Сарай. А город Сарай располагается там, где дальше река разделяется на множество рукавов. На левом берегу, там, где начинается дельта. То есть примерно вот где находится современный районный центр Красный Яр, про который я говорил, где Красноярское городище. Вот оказывается. И там он начал пересекать вот эти многочисленные... Он четко указывает количество крупных и мелких проток, которые он пересекает, сколько им пришлось перейти вброд, сколько переплыть на лодке. Поэтому маршрут реконструируется достаточно просто. И говорит, что при среднем рукаве находится город Сумеркент, со всех сторон окруженный водой. Прежде чем взять его,
Монголы прожили в нем, вернее, стояли вокруг него 7 лет. Это не Саксины, получается? Вот мы сначала предполагали, а жили в нем аланы и сарацины. Ага. То есть аланы, Это Салтаново-Яцкая составная часть. если он противопоставление вот То есть религиозному христиане, скорее плану, всего, да. да. Аланы христианские, христианизированные аланы или сарацины, а кого он под ним подразумевает, тут непонятно. Ну, какие-то мусульмане, Кавказское да. христианское население, не мусульманское население, Да. условно. Я проанализировал, значит, маршрут. Слишком уж далеко нужно было бы в дельту заглубляться Рубруку, чтобы добраться до Самоздельского городища, там 90 километров. Как большой. А потом зачем? Вот он туда попал, переправился на противоположный берег, а там сплошные мини, то есть такие длинные озера, которые примыкают прямо к берегу Волги. Он должен обратно возвращаться еще на 90 километров, и потом только выходить на Кавказскую дорогу. В общем, скорее всего, он пересек напрямую дельту в самой ее вершине, от Красноярского городища через городище Машаик, которое есть, вот это Сумеркен, и выходит на правый берег, где в этот момент, и об этом пишет Рубрук, Сартак, сын Бату, строит поселок на месте своей ставки. И прежде всего велел построить там церковь, потому что его владение находится на маршрутах христианских купцов. Он так иронично говорит, он выдает себя за христианина. Несторианин же он, если не ошибаюсь, там непонятно. Вот этого вообще неизвестно. Это все гумилевские фантазии. Да. Там насчет того, что он был христианин, побратался с Александром Невским, приемный сын Бату-хана. Рыженко картину нарисовал, все как положено, все есть, миф есть. Но поселок на правом берегу. Вот это самое главное для нас. Он упоминается в 1254. И самое-то интересное, что на правом берегу и в более поздние времена нет других населенных пунктов, кроме Хаджи-Тархана. Все. Это его дата основания. Это причина основания тоже понятна. Он обслуживал переправу через дельту. И дальше от Хаджи-Тархана открывался прямой путь на Кавказ в сторону города Манджара. И дальше уж. И дальше на Азак. Или же от Манджара на юг, за Кавказье.